Умер Кадыров, не умер, не будем сейчас гадать. Да, информации мало по этому поводу, и пока точно никто не может сказать, жив он или нет. Но знаете что? Скажу свое мнение. Разницы нет никакой, жив он или нет. От него ничего не зависит. Если умер, то Путин сможет найти ему замену. Таких у него пруд-пруди. Но точно можно сказать, такого безмозглого и дурковатого они не найдут никогда. Все преступления, похищения, пытки, убийства происходят по прямому приказу Путина. Вот самый главный виновник и организатор. А Кадыровы – это исполнители этих преступлений и предатели чеченского народа. После слухов о смерти и болезни Кадырова в сети появилось видео, где он прогуливается по дорожке, бубнит что-то под нос, мол, у него все хорошо. Но нет ни даты и слова о том, что ходят слухи, что он болен и находится в коме. Возможно, его нет в живых уже давно, по крайней мере, уже несколько дней. Действительно, Кадыров уже не один год употребляет сильнодействующие наркотические препараты. Тяга к наркотикам у него появилась еще до начала Первой русско-чеченской войны. В то время он привозил на своем мотоцикле эту грязь из Дагестана и продавал чеченцам. Активно употреблять он их начал уже несколько лет тому назад. И отсюда у него проблемы со здоровьем, ведь наркоман – это не жилец. На данный момент его нет в живых, или же в любом случае он находится в коме. Эта информация у нас была еще 2 недели назад. Кстати, это было распространено кругом Кадырова. И, видимо, они мечтают о его смерти, чтобы разделить власть. Но власть они не получат, ни Делимханов, Висмурадов или Даудов. Путин поставит вместо Кадырова какого-нибудь русского Ваню. Есть разговоры, что якобы Кадыров находится в больнице Дубая. Уверен, он побоялся бы туда поехать в сегодняшней обстановке. Последнее место, где он был, это Москва. Это уже стопроцентная информация. Похоже, откуда начал, там и закончил. Помните, когда он стоял перед Путиным в спортивном костюме в 2004 году? Так вот, похоронить бы их всех вместе со своими хозяевами. Жив он или мертв, да он при жизни уже был мертвым. А это участь предателей народа. У таких нет будущего, а есть и будет презрение народа. В последнее время Путин его надул так, что он не мог открыть глаза, связать слова и мысли, тем более встать со своего дивана. Я-то вообще сторонник того, чтобы он дожил до того дня, когда его будут судить за все содеянное. О чем сейчас говорят в народе? Люди ждут его смерти, как ждали смерти его отца. Их презирали всегда и презирают сегодня.